Вітаю, шановные сябры, дорогие друзья. Вот мы с Волей живем в деревне Бездедовичи, белорусской вёсочке. Когда мы жили в городе Иркутску, мы все думали, вот приедем в Беларусь, в вёсочку и будем жить. Будет нам добро. Романтика. Тут все зелено, пригожа, сад великий. Приехали, да, сад великий, огород так само. Але ж треба такі догляд робити за гэтым за ўсім. Столькі працы. Ой-ой-ой, в 6 раніцы встаем, у 10 вечера только думаем, ці заходить у хату, ці не. Потом заходим, поспали трошки и зноў працаваць. А теперь я вот вам хочу рассказать про наши паречки. Вот у нас паречки почали уже квітнеть. Не квітнеть, ягоды уже з'явились. О, какие паречки. Вот у нас есть червоные паречки. Вот. Тут у нас есть белые паречки. Вот такие пригожие белые паречки. Вот. Зараз покажу. Есть черные паречки. О, червоные. Черные не поспевают соспеть. А вот этот куст, гордость наша с Волей. Воля весной этот куст увесь санитарно обрезала, там всякие лишние пообрезала. Я в оголе был шкода, кажу, Воля, ты так сильно не обрезай. Она не, каже, надо обрезать, бо он был такий уже был, ну дуже такий. А коли она его обрезала, потом он почал расти и вырос, вымахал. И тут столько много было ягод. Ну, але что вы думаете? З'явилися у нас вороги, яким наші ягоди сподобалися. У центру амаль ягод уже не засталося ніде. Нічого не засталося. Ну так, трошечки. Птушки. Вороб'ї. Я зараз одного покажу. Ось. А було всі галинки вот такі вот приблизно. О. Все были с ягодами. А теперь все съели. Птушки гэтые нападают. Вот только на окраинах трошечки есть. Трошечки вот ягоды есть. А так в центре все съедено. Думаете, кем съедено? Зараз я вам покажу. Вот он, враг. Один попался в сети мои. Вот такие вот птушечки. Воробьи. Я его, конечно, выпущу. Но пускай покутывает трошки. Я могу тут вот дыхать есть чим. Але ж он не может выбраться. О! Такие птушки нападают на наши паречки. А на черные паречки, до речі, нападают дрозды. Я не ведаю. Это такие великие птушки. Их я пока что поймать не смог. Вот мне пришлось наш куст як сеткой обгородить, каб гэтые птушки менее яго дзяўблі. Все равно пролазить. Недзе какие-то шчыліны знаходзяць, пролазить, а потом все съедают. Вот так вот. Тяжко жить на вёске. Да, ну вот такая вот сеточка у меня. Вот так вот я теперь аховываю свои паречки. И в огуле я скажу вам, сябры, это вельми складаная справа жить у вёске. Вот
мы только посадили огурочки, появились и слимаки, и смолжи. Давай наши зеленые листочки есть. Мы тут, понимаешь, только они уже выросли больше-меньше. Почали збирать этих слимаков, да выкидывать далеко в засажалку. Появились и цокары, які подъедают корони. Вось, на парэчкі нападают птушки. Ой, короче, тут кого только нема в этой вёске. Ну нічога, будем змагацца. Все равно мы рады. У вёскі жить цікава, працы много. Вось, мы працуем, не ленимся. Ну и может некие. Вот зараз тут у меня такая пристосование, калиточка. О, вот трошечки уже ягод насбирал. О, все-таки есть ягодки. Будем их на миксере с цукром перемешивать и будем есть. И на зиму будем заготовить. Смачно будет. Ось. Ну, вот такие справы про паречки.